Кровь и сердце. Медицина и наука сейчас сделала огромный прогресс. Сейчас можно выращивать органы, ткани, создавать импланты на 3D принтере и заменять гормоны, необходимые вещества лекарствами. Но единственное, что мы еще не научились создавать, это кровь. У крови очень много функций. Каждые 2 секунды кто-либо на планете нуждается в гемотрансфузии, переливании крови. При несчастном случае, аварии, ожогах, кровотечениях, операциях пациенты нуждаются в крови. И так как наука не умеет ее создавать, кровь берется от доноров, других людей. Кровь – это среда, с помощью которой происходит транспорт необходимых веществ по телу. Кислород, питательные вещества, отходы, гормоны. Также кровь позволяет регулировать температуру тела, pH, и помогает нас защищать от инфекций. Кровь – это соединительная ткань, так как она состоит из живой части, то есть клеток, и растворенной в неживой части, плазме. Если мы зальем кровь в пробирку и прокрутим ее в центрифуге в специальном аппарате, то она разделится на несколько частей. Тяжелые части будут внизу пробирки, более легкие будут сверху. Внизу будут располагаться красные кровяные клетки, эритроциты. Они занимают примерно 45% объема крови. Эритроциты имеют форму двояко вогнутого диска, вот он в разрезе, да, мы его можем увидеть, в диаметре 8 микрометров. Такая форма дает им большую поверхность, а это идеально для газообмена. На каждый кубический миллиметр крови у нас примерно 5 миллионов эритроцитов. Выглядят они у нас вот так. Двояко вогнутая форма. Живут они недолго, примерно 120 дней. Это означает, что нам нужно их постоянно создавать. Поэтому в костном мозге каждую секунду создается более 2 миллионов эритроцитов. Самое необычное в эритроцитах – это то, что у них нет ядра, а следовательно и ДНК, как во всех других клетках. Делается это для того, чтобы максимально выполнить свою функцию – транспортировку кислорода. Без ядра у них намного больше места для пигмента, для переноса кислорода. Этот пигмент называется гемоглобин. Именно он дает крови отличительный красный цвет из-за своего атома железа посередине, внутри пигмента. Некоторые моллюски и насекомые имеют кровь голубого цвета, так как у них на месте железа медь. Также за счет того, что у них нет ни ядра, ни органелл, эритроциты очень пластичные. То есть они могут пройти даже по самым маленьким кровеносным капиллярам, да? То есть которых диаметр даже меньше, чем сам эритроцит. Следующая тоненькая прослойка, которую мы увидим в пробирке, очень тоненькая, это наши войны. Это белые кровяные клетки, лейкоциты. Их основная роль – защита нашего организма. Существует много видов лейкоцитов. Бывают зернистые, то есть у них цитоплазма зернистая, и незернистые. Зернистые – это нейтрофилы, эозинофилы, базофилы. И незернистые – это моноциты и лимфоциты. То есть главная их роль, не обязательно все их знать наизусть, но главная роль лейкоцитов – это защита нашего организма. Также в эту прослойку, в тоненькую прослойку, которую мы здесь увидим посередине, входят тромбоциты. Роль тромбоцитов – это свертываемость крови, мы ее еще сейчас рассмотрим. И самая большая часть пробирки, более, около 55% объема крови, это будет плазма. Плазма на 90% это просто вода, и 10% это вещества, которые в ней растворены. Это питательные вещества, допустим, глюкоза, аминокислоты, витамины. Это отходы растворенные, это минеральные соли, например, кальций, железо. Это гормоны, это протеины, это газы, которые в ней растворены. Самые распространенные вещества в плазме, в верхней вот этой части, это электролиты. Что такое электролиты? Это позитивно заряженные катионы, такие как кальций, натрий, калий, и негативно заряженные анионы, как фосфат, сульфат и бикарбонат. Данные ионы участвуют во многих процессах и помогают регулировать pH, осмотическое давление и участвуют в работе других органов. Например, анионы и катионы помогают мышцам сокращаться, а нервным клеткам они помогают передавать сигналы. Как я говорила ранее, у крови очень много функций. Заменить ее мы не можем, и поэтому у организма существуют стратегии, чтобы предотвратить потерю крови. И эти стратегии называются гемостаз. Если мы, допустим, порежем палец, вот мы видим вот здесь вот разрез, да,
у нас начинает идти кровь. Поэтому запускается процесс по остановке потери крови. В первую очередь сосуд сам по себе сузится, чтобы снизить поток крови. Затем тромбоциты, вот они у нас плавают, да, тромбоциты начинают скапливаться в месте пореза, в виде дамбы, да, начинают забиваться сюда. В обычной жизни тромбоциты в крови не скапливаются подобным образом. Это было бы опасно, да, если бы просто так они начинали бы скапливаться. Только когда произошел какой-то разрыв, разрез, порез, коллагеновые фибры в сосуде, они оголяются, и они реагируют с тромбоцитами, делая их липкими. Далее эта дамба еще сильнее усиливается за счет фибриновых нитей. Вот они вот здесь желтым у нас помечены, фибриновые нити. И люди, у которых неправильно работает или не работает гемостаз, этот процесс, болеют такой болезнью, как гемофилия. У них не могут образовываться фибриновые нити. То есть первоначально тромбоциты у них скапливаются в порезе, но фибриновые нити не могут образоваться. Именно поэтому любой порез для этих людей может стать фатальным. Теперь давайте рассмотрим о группах крови. Мы знаем, что у всех людей разные группы крови. О, А, Б и АБ. Как мы знаем, у всех клеток на поверхности есть клеточная мембрана, да, мы видим. На этой мембране сидят гликопротеины, то есть это маркеры, по которым клетки отличаются. Вот эти маркеры называются антигены. И наша иммунная система знает свои антигены. Но если она замечает антигены бактерий или вируса, то есть не свои антигены, она отправляет туда антитела, чтобы они к ним прицепились. Существует два вида антигенов для крови. На А вот мы видим, допустим, вот такой антиген сидит, а на Б вот такой антиген, отличается. А на АБ будут сидеть и такой антиген, и такой антиген. На О, на группе крови О нет никаких антигенов. Так почему же важно знать про группы крови? Если, допустим, у вас группа крови А, то у вас вот такой есть антиген на поверхности. Но у вас нет антител, которые бы среагировали на этот антиген. У вас другие антитела, то есть чтобы самого себя не поразить. И если, допустим, к вам попадут клетки группы крови Б, то ваши антитела, они прикрепятся, они атакуют эти антигены. Поэтому, не зная, нельзя перемешивать кровь. Поэтому группа крови АБ является универсальным реципиентом, так как на поверхности у него оба антигена, а значит у него нет антител, значит ему все 4 к нему можно будет влить. Группа О является универсальным донором, так как на поверхности у нее нет антигенов, мы не видим, да? И ее можно заливать любой группе крови, так как она не будет атакована, так как нечего атаковать, да? Теперь давайте рассмотрим, как работает наше сердце. Сердце – это мышечный орган, это мышца, который качает 13 тысяч литров каждый день, без отдыха, остановки в течение всей нашей жизни. Сердце – это насос. Его главная задача – поддерживать давление, высокое давление, чтобы качать кровь из сердца, и низкое давление, чтобы кровь назад возвращалась в сердце. Размер сердца примерно 2 кулака, сложенных вместе. Оно полое и имеет конусообразную форму. И хотя мы привыкли показывать сердце с левой стороны, сердце расположено примерно посередине, между легкими, и большая его часть чуть-чуть наклонена, расположена немного левее. Сердце человека состоит из 4 камер, 4 отделов, скажем, да, разделенных перегородками и клапанами. Верхние камеры называются предсердия, нижние камеры называются желудочками. Мы знаем, что жидкость, любая жидкость, она двигается из области с высоким давлением, она перетекает в область с более низким давлением. И как раз-таки сердце это и делает, создает разные давления. В предсердиях оно пониженное давление, более низкое, а в желудочках более высокое давление. У каждой камеры есть соответствующий клапан, который пропускает кровь только в одну сторону. Поэтому, если прислушаться к груди, можно услышать такие звуки, да, тук-тук, удары. Это именно моменты, когда клапаны открываются и закрываются. Система работы сердца, она довольно простая, но она идеально продуманная. Предсердия – это камеры, которые получают кровь, когда она возвращается в сердце, а желудочки – это камеры, из которых она выталкивается из сердца.
Именно поэтому стенки предсердия, они тонкие, у них маленькая задача, просто принять возвращающуюся кровь и протолкнуть ее вниз в желудочки. А желудочки, наоборот, это настоящие насосы. Им нужны крепкие, толстые стенки, мы видим много мышц, да, чтобы вытолкнуть кровь из сердца. Также нужно знать два правила. Артерии – это сосуды, которые уносят кровь от сердца, а вены, они приносят кровь в сердце. Это нужно знать. Существует два круга кровообращения – малый круг и большой круг. Вот мы видим сердце, предсердие, желудочки. Да? Малый круг для чего нам нужен? Малый круг нужен, чтобы насытиться кислородом. То есть у нас, допустим, мы берем правый желудочек, мы говорим из желудочка, из сердца. Кровь выходит, и так как мы говорим из сердца, это артерия. И это легочная артерия, потому что она идет в легкие. Выходим в легкие, насыщаемся здесь кислородом, и по вене, так как по вене мы знаем, что мы идем в сердце, мы возвращаемся в левое предсердие, насытились кислородом. Это был малый круг кровообращения. Но недостаточно просто насытиться кислородом. Теперь нужно отдать этот кислород во все другие органы, клетки нашего тела. Мы вернулись, получается, в правое предсердие. Дальше кровь опускается в правый желудочек. Из желудочка, как мы говорили, мы уходим теперь уже ко всему телу. Кровь выходит во весь организм. Как мы говорили, от сердца идут артерии. И здесь у нас, так как мы должны добраться до всего организма, нужна самая большая наша артерия, это аорта. Выходим по аорте, кровь идет насыщенная кислородом и идет уже, получается, во все органы, в руки, ноги и так далее. И по вене мы возвращаемся обратно, откуда мы начали, правое предсердие. Поэтому, давайте повторим, у нас имеется два круга кровообращения. Малый круг, чтобы насытиться кислородом, и большой круг, чтобы отдать весь этот кислород во все органы и ткани нашего организма. Что важно знать? Предсердия, у них тоненькая стенка, потому что они просто передают кровь в желудочек. А желудочек имеет толстые стенки, потому что именно из желудочков кровь выходит в малый круг, по малому кругу и по большому кругу. Какие правила нужно знать? По артериям кровь идет от сердца, по венам кровь возвращается в сердце. Сердце – это мышечный орган, это мышца, которая создает необходимое давление, чтобы жидкость, а именно кровь, двигалась по сосудам. Большое спасибо!